Я родился в Вилюйске, в семье потомственных казаков. Дед мой потомственный казак, его отец служил казаком при охране Чернышевского в Вилюйске. И второй казак есть в литературе, упоминается среди людей, казаков, которые гонялись за человеком, который приехал спасать Чернышевского. Вот. Ну и так как они были все военнообязанные, то, видимо, их отправляли в разные улусы в то время. А дед, после того, как он вышел в отставку из казачьей службы, он уехал в Далыр, поселок Далыр, деревню. Там женился и работал приказчиком у купцов Коковиных Басов. Были такие купцы. Вот. Ну и перед войной он был репрессирован. И бабушка каким-то образом добилась его освобождения. И когда он вернулся с ссылки, тюрьмы, то есть, он уехал на север. В район Батыгая, Адыча, Гехая. Ну и там, видимо, чтобы его не трогали. Вот. Мы потом в 1944 году переехали с бабушкой туда, в Верхоянск. Верхоянск, Батыгай и Гехая. И там воссоединились. И так как там окружение было, все геологи, очень многие геологи, тогда, в то время, геологи уезжали в полевые экспедиции очень рано. Где-то в апреле уже, так сказать, уезжали на оленях, другого транспорта тогда не было. И вот я помню, что друзья были семейные, такой геолог Борисов, очень много общались. Ну и это, видимо, повлияло на то, что я, когда закончил Вилюйскую школу, мы потом вернулись в Вилюйск, вот, я подал документы именно в Вилюйское, и таким образом я попал в Томск. Это Томск, в то время крупнейший студенческий город и крупнейший университет Томский. Виктор Клавдиевич Маршинцев – действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор геолого-минералогических наук, профессор, известный ученый в области изучения фундаментальных проблем петрологии, минералогии и геохимии алмазных месторождений. С его именем связано открытие новых минералов, ранее неизвестных не только для кимберлитов, но и в целом в природе, что получило международное признание, утверждение Международной комиссии по новым минеральным видам. Он окончил геолого-географический факультет Томского госуниверситета в 1960 году по специальности геолог-геохимик. С 60 по 91 он лаборант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Якутского геологического института Сибирского отделения Российской академии наук. С 91 по 93 заведующий лабораторией Института прикладной экологии Севера Сибирского отделения РАН, а с 93 по 2004 директор Национального научно-исследовательского центра алмазов, драгоценных камней и самородного золота Республики Саха-Якутия. Его докторская диссертация «Вертикальная неоднородность кимберлитовых тел Якутии» защищена в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения РАН в городе Новосибирске в 1986 году. Под его руководством и при непосредственном участии проводились изучения наиболее известных месторождений алмазов – Мир, Удачный, Айхал, Юбилейное, а также кимберлитовых образований многих алмазоносных полей провинции. Виктор Клавдиевич предложил теорию вертикальной зональности кимберлитовых трубок, позволившую обосновать различие состава и алмазоносности кимберлитовых пород трубок на современной поверхности. Разработал модель серпентинизации оливина, основного
породообразующего минерала кимберлитов. Открыл ряд новых минералов, ранее неизвестных в целом в природе. Виктор Клавдиевич Маршинцев – автор более 170 научных работ, в том числе более 20 монографий. Он руководитель 2 защищенных кандидатских диссертаций и научный консультант докторской диссертации. Виктор Маршинцев – заслуженный деятель науки Республики Саха и Якутия, награжден медалью имени академика Капицы как автора научного открытия, серебряной медалью Академии наук Республики Саха за заслуги в развитии науки в Республике Саха-Якутия. Он заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской Академии наук. На геолого-географический факультет по специальности геология-геохимик. Тогда распределения в Якутию не было почему-то. Меня распределили, как ни странно, в Западно-Сибирское геологическое управление, но я захотел поехать на родину, очень стремился и вернулся в Якутск. И здесь как раз поступил в Академию наук, на Геологический институт. В то время, как раз начало 60-х годов, Институт геологии приехало очень много специалистов, примерно 40 человек. Это был вообще, потом стал он костяком самой научной мысли, так сказать, геологии. И мы тогда очень, так сказать, интересные работали. Меня, определили в лаборатории геологии алмазов. Руководителем был Виталий Владимирович Ковальский, в будущем член-корреспондент Академии наук. И уже первые мои полевые работы были в город Мирный. И я тогда помню, что Мирный только начинали отрабатывать алмазы, и тогда еще интересно сохранилось заверочный столб на трубке Удачном. Его специально вынесли и поставили, и мы даже снимались, я помню, около заверочного столба. И мы работали тогда по трубке «Мир» и занимались исследованием этого месторождения. Но в последующем я, так сказать, изучал еще другие трубки от Академии наук, от геологии, Института геологии. У нас была тема по исследованию трубки «Удачные». И я был тогда руководителем этой группы, и мы занимались несколько лет, работали в разведке этой трубки. Это одна из крупнейших трубок, очень интересная трубка. И основой моей последующей работы стала как раз трубка «Удачная». Но перед этим я хочу сказать, я ездил еще на север, работал на Анабаре, изучал так называемые карбонатитовые трубки. Они соседствовали вместе с кимберлитами, и это очень интересный материал, и как раз по ним я защитил кандидатскую, защищал я, и консультантами моими были очень крупнейшие исследователи карбонатитов. Это Пожарецкая, Бородин, Жабин, Лапин. И я кандидатскую защитил в Москве в Институте минералогии и геохимии редких элементов, МГР. И после этого с нас перешел на Удачный, и как раз несколько лет занимался исследованием трубки Удачной. И в последующем эта трубка исследовалась, и бурение очень было, так сказать, на большую глубину, и очень хороший материал мы получили. И я как раз докторской использовал полностью материал по трубке «Удачные». Кроме «Удачной», мы исследовали все окрестные трубки. Там в районе Удачной примерно 70 трубок находится. И мы практически все эти 70 трубок все исследовали. Потом перешли на более северные трубки. Так что вся моя карьера научная как раз началась с этого момента. Впервые ее написал по
материалом исследования трубки удачные. И как раз оказалось, что на глубине 300 с лишним метров трубка удачная переходит совсем новый материал. И вот на основании этого я описал, так сказать, вертикальную зональность кимберитовых тел. По серпентинизации исследовал серпентинизации, так сказать, минералов, исследовал минералогии алмазов. И на трубке удачной мне удалось открыть несколько новых минералов. Вот. В том числе один минерал был назван даже московским геологом. Был такой геолог Каменский. Он назвал его Баумаршит. То есть первым был Бауэр, это одновременно открыл чех, этот минерал, и я тоже. А второй минерал я уже сам открыл. Но это я ему, к сожалению, название не дал. Но это, если все представляют, это обыкновенный кремний. Кремний настолько активный элемент, что он в природе встречается очень редко в самородном виде. Обычно он быстро окисляется и образует минерал кварц. Хочу сказать, что мы исследовали самые алмазоносные трубки. И алмазоносные трубки, конечно, там свои особенности есть. Потому что вот эти крупные трубки, как Мир, Удачные, Айхал, интернациональные, вот, в них они богаты алмазами, наиболее богатые. Ну, я думаю, что тут какие-то особенности образования, период формирования трубок. Потому что алмазы кристаллизуются, по моему мнению, в самой трубочной массе, на глубине, на большой глубине, а потом поднимаются вверх. Трубки, они фактически это как на теле платформы, это булавочные уколы. Они, так сказать, сами по себе, но никакого, на поверхность выходит трубка размером 200 метров в диаметре. А крупные трубки, вот удачные, она двойная трубка. Там от 400 до 500 метров. Вот. Мир – это примерно 600 метров в диаметре. А все остальные трубки маленькие. Есть вообще 30 на 40. Вот. А крупные вот трубки, они, видимо, в них особенность, что именно алмазы кристаллизуются при подъеме трубки. Вот. Когда президентом стал Михаил Ефимович Николаев, он подал идею создания Института алмазов при правительстве. И был образован так называемый Центр алмазов. Вот. И я был назначен первым директором этого, первым и единственным директором. Вот. Это, так сказать, научно-исследовательский центр алмазов, драгоценных камней и самородного золота. Вот. Очень хороший коллектив мы подобрали. И вот за это время мы занимались и цветными камнями, вот самоцветы Якутии. Было несколько книг выпущено. Занимались мы ювелирными изделиями. И в то же время занимались алмазными порошками. Как могут использоваться алмазные порошки у нас в Якутии. Вот. Был у нас, так сказать, предприятия, которые занимались цветными камнями. Вот. И в то время издали несколько таких интересных работ, как вот «Магия якутских самоцветов», «Самоцветы Якутии», вот, «Самоцветы Якутии» и «Цветные камни Якутии». Вот. Это вот как раз были изданы в те годы. Очень большие работы. Вот. Тогда было, значит, по этим самоцветам база данных создана. То есть все месторождения были
так сказать, введены в компьютер. И кроме того, в компьютер было введено где-то 400 трубок. 400 трубок. Вот Кимберлит и Якутии. Вот очень большая работа, очень большая работа. Она в виде, в электронном виде издана. И здесь как раз помимо того, что вошло все материалы по вертикальной неоднородности кимберлитов, и вошли сюда 400 трубок по всей Якутии. Это очень большая работа. Вот. И в годы, так сказать, последние годы я занимался тем, что я создал вот библиографический справочник «Алмазы Якутии». Это громадная работа, громадный труд. Фактически я один, но мне помогали собирать материал по всей, так сказать, России. И в последующем я создал работу вот «Алмазы России». Это почти 1000 страниц. Она в электронном виде тоже сделана, в электронном виде. Вот. И я практически всем, так сказать, геологи, которые занимаются алмазами, они все имеют эту книгу. Откровенно должен сказать, что у нас Якутия очень богатая самоцветами. Но, к сожалению, очень многие, вот даже те же мрамора, очень такие сорта мраморов, как итальянские, сахаристый мрамор, они находятся очень далеко на Индигирке. Там к ним добраться очень тяжело. И с другой стороны, у нас вообще вот, Россию называют очень богатой страной. Почти 40% мировых запасов полезных ископаемых находится в России. Вот. Почему все западные страны, все точат зуб и хотят у нас отобрать эти богатства. Вот вы представляете, вот один Вилюйский край, вот Вилюйский край, это междуречие Лена-Вилюй, это, во-первых, там алмазы, во-вторых, нефть, газ, в-третьих, 2 угольных места провинции, это Тунгусская и Ленская провинции. Потом по Лене, по Вилюю обнаружены соли. Соли в прошлом снабжали всю Сибирь солями. Вот. Это, так сказать, фактически на Земле нет такого места, как вот Вилюйский край по богатству. Так что мы можем гордиться, что у нас в Якутии есть такой богатый край. А на северо-восток, там полиметаллические месторождения, это крупнейшие месторождения, как олово, вольфрам и другие элементы. А у нас на севере открыты крупные месторождения, Томтортас называют. Там это карбонатитовое месторождение, где находится весь комплекс минералов, редких минералов. Это редкие земли, уран, торий, апатиты, такие как вот на Кольском полуострове. Так что это очень богатейшее месторождение. Оно в диаметре, это месторождение, вообще массив, 50 километров. Это гигантский. А само месторождение, где открыты оно разведано только часть, небольшая часть разведана. И сейчас, по-моему, собираются его эксплуатировать. Вот. Но таких месторождений у нас несколько. На Верхояне есть несколько таких массивов, и в Южной Якутии. Вот, Южная Якутия, ведь, посмотрите, Южная Якутия сама по себе это тоже сокровищница. Там уголь, там апатиты, там и другие месторождения. Вот. Так что Якутия это фактически кладовая планеты. Ну вот тут как раз описаны аметисты. Это же уникальное месторождение аметистов на Алдане. Потом чароид. Ведь
Чароит называют королем самоцветов. Это когда его открыли. Вот. Это фактически уникальное месторождение. Больше такого месторождения в мире нет. Вот. И, конечно, разработка их очень трудная, потому что они в очень труднодоступных местах находятся. Иркутяне там более до них, так сказать, ближе. Они добывают, видимо. Вот. И чароит, когда открыли впервые, его, конечно, он действительно был очень уникальный и редкий камень. А потом, в последующем, облицовали стену в ЮНЕСКО, оказывается, чароитом. Ну и когда все увидели, что облицовочный камень, спрос на него резко упал, потому что такой камень красивейший нельзя было доводить до облицовочного состояния, а его надо было продавать, именно добывать и делать уникальные изделия. У нас есть в Якутии музей вот, при Комдракмете, и там очень многие, так сказать, изделия из этого чароитового есть представлены. Так что любители камня могут там все это увидеть. Хромдиапсид – это на Алдане, так сказать, уникальное месторождение Инагинское. Вот. И там добывали из шахт хромдиапсид. Хромдиапсид в свое время очень ценился. Сейчас его, я не знаю, добывают, нет его сейчас, но в принципе он есть. Это тоже единственное в мире месторождение хромдиапсида. Камень носил, как сказать, как оберег. И поэтому, так сказать, мы поместили в конце здесь все данные по этим камням, и у каждого человека, так сказать, по роду может быть свой камень. И он может служить как оберег. Вот. И можно вот этот камень, посмотреть эту книгу и найти свой камень. Вот. Для того, чтобы коллекцию иметь, нужно помещение, чтобы их класть. Вот. Но у меня есть уникальные кварцы, пьезокварцы. Вот. Просто коллекция небольшая. Вот. Есть изделия, есть чароита есть. По пьезокварцу, вот Алдан, в годы войны, по-моему, его разрабатывали там, месторождение. С Виталием Галяскаровичем Гадиатовым издали в позапрошлом году книгу вот, «Богатство недр Якутии». Это, так сказать, мы собрали уникальный материал по всем месторождениям. И если кто интересуется, тут все есть. Тут про цветные камни, тут по месторождению. Я очень детально описал алмазные месторождения, все. Вот, так как я специалист по этим. Вот. Ну и многие другие месторождения здесь описаны. Так что, если кто интересуется, это прекрасная изданная книга. Ну что ж, вот. И сейчас в геологии идут очень мало ребят, потому что геология – это не так просто. Теперь, так сказать, раньше геолог работал ногами, исхаживал все, а теперь можно, сидя в кабинете, изучать те или иные породы, вот. Открывать новые минералы. Вот. Сейчас очень большие возможности для этого есть. Вот. На вертолетах. Мы даже застали время, когда мы работали на оленях. Вот. На севере, на оленях. Вот. А в то время как, интересно, москвичи ездили на вездеходах. Вот. Ну, вертолетом нас забрасывали, а оттуда мы выбирались уже как могли. Вот. Были такие случаи.